Салям алейкум, здравствуйте. В эфире информационный выпуск новостей Хаберлер. В студии для вас работает Асан Абиллаев. Сегодня в нашем выпуске. В Симферополе обсудили дальнейшую судьбу так называемой поляны протеста на Балаклавской. Депутат Госдумы Руслан Бальбек посетил с рабочим визитом территорию для строительства мечети в Старом Крыму. Древние могилы обнаружили в Бахчисарае при строительстве трассы Таврида. В Симферополе открылся детский город профессии Китбург. Сегодня в Симферополе стартует отопительный сезон. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города, администрации крымской столицы. Рекомендовано тепловырабатывающим предприятиям и предприятиям, оказывающим услуги по теплоснабжению, осуществить подачу тепла для жилых домов, образовательных учреждений, медучреждений и объекты социально-культурного назначения. Имеющие акты готовности систем централизованного отопления к приему теплоносителя, а также осуществлять подачу теплоносителя на объекты социального назначения по индивидуальным заявкам руководителей данных объектов, говорится в сообщении. Нехватка транспорта, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, несвоевременная выплата зарплат на предприятиях. Эти и другие вопросы глава республики Сергей Аксенов обсудил с заместителем председателя Совета министров Дмитрием Полонским по итогам визита в Бахчисарайский район. Транспортная проблема. Здесь есть два блока вопросов. Во-первых, это блок вопросов, связанный с соблюдением графиков движений, с доставкой и отвозом пассажиров в дальние, в отдаленные населенные пункты. И второй большой блок вопросов – это перевозка льготных категорий пассажиров. По итогам встречи глава Крыма поручил обеспечить транспорт в каждое село и определить порядок решения проблем жителей района. Каждое село должно быть обеспечена доступность, в Бахчисарайского и других районах. Поэтому пускай схему представляют в данном случае. Кроме выполнения расписания согласно паспортов, я хочу видеть, что в каждое село можно в течение дня попасть. В Симферополе обсудили дальнейшую судьбу так называемой поляны протеста на Балаклавской, территории бывших артиллерийских складов. Депутат Госдумы Руслан Бальбек совместно с главой администрации Игорем Лукашовым встретился с горожанами. К какому решению пришли, оформят ли участки, узнавала наш корреспондент Айша Шулакова. Быть или не быть участком? 11 лет жители массива на Балаклавской борются за право на госакты. Около года назад уже была достигнута договоренность с местной властью. Отдали более 20% участков под строительство жилого массива по соседству, а также для проспектной дороги и прокладки коммуникаций. Но легализовать свои участки людям в итоге так и не удалось. Генплан города рассматривался, нам позвонили, пригласили на общественное слушание людей. Да. Там был представитель архитектуры, была карта. Когда люди вопрос задали, она сказала, ваше поле 100% под ИЖС. Потом фирма некая по поддельным документам через суд хотела легализовать землю. И под эту фирму прежняя администрация изменила зонинг. Теперь земля по решению суда в собственности администрации города. Однако более 200 человек по-прежнему не могут легализировать участки. Соответственно, и пользоваться всеми благами цивилизации. Глава администрации Симферополя Игорь Лукашов отметил, что одна из проблем – генплан города, по которому во многих местах неправильно определен зонинг. Где-то появились зеленые зоны, где их не было. Наоборот, где-то зеленые зоны убрали. Я сейчас разбираюсь с этим вопросом. Это не только здесь. По всему городу такая ситуация. И сейчас стали какой-то определенный коллапс в связи с этим, что надо изменять генеральный план. Депутат Госдумы Руслан Бальбек подчеркнул, что это первый случай, когда глава администрации уже через неделю после вступления в должность приехал к жителям массива, чтобы разобраться в проблемах людей. Позиция одна, то есть и у Совмина, и у администрации Симферополя. То есть все обещания, которые давали людям, нужно выполнять. Поэтому данный массив однозначно будет легализован. Второй вопрос, это с чем сегодня глава администрации уже Симферополя выехал на место и сейчас общается с людьми, это инфраструктура, то есть благоустройство данной территории. То есть две основные позиции, которые мы должны сегодня решить. Крымчанка Мирьем Исмаилова, мать двоих несовершеннолетних детей. Она участница полян протеста в микрорайоне Верхняя Пневматика, Залесье. Своего жилья нет, семья вынуждена скитаться по съемным квартирам. Более 10 лет стоит на очереди в микрорайоне. Постоянного жилья у нас нет. Мы не можем ни строиться, ни что-то купить, потому что
нам не дают точный ответ, будет ли здесь что-то. Более 200 участников Залесья официально стоят в очереди. 10 семей уже проживают на территории. Из-за отсутствия правоустанавливающих документов не могут подвести к домам воду и газ. Необходимо осуществить индивидуальную привязку каждого члена нашей усадебной застройки к земельному участку. Первая ситуация. И вторая, необходимо, чтобы наш вопрос был, скажем так, решен положительно относительно предоставления этих земельных участков. Парламентарии и глава администрации также обсудили с жителями вопросы благоустройства территории и создания соответствующей инфраструктуры. Они, не знаю, лет по 12-15 уже это все. Вот, вложены деньги, дальше никуда это не движется. Я думаю, что мы в ближайшее время эти узлы распутаем. Нужно, конечно, план планировки территории делать, смотреть, где что будет, рассчитывать вперед на несколько лет, а может на десятки лет. Подводя итоги выезда, депутат Госдумы Руслан Бальбек отметил, что кроме выдачи прав собственности на участке есть еще целый ряд проблем. Необходимо решить проблемы инфраструктуры данных массивов: дороги, освещение, водоотведение, водообеспечение и газ, а также построить детские сады и спортивные комплексы. Айша Шулакова, Рамазан Аливапов, телеканал Милет. В Крым не пустили мясные продукты с Украины. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. По данным силовиков, во время досмотра автомобиля «Рено», в котором гражданин соседней страны ехал из Чернигова в Севастополь, через пункт пропуска Армянск, пограничники заметили тайник. Выяснилось, что под задним сиденьем машины спрятаны мясные изделия, о которых украинец не сообщил. Нарушителя передали таможенникам, которые приняли решение вернуть продукты вместе с украинцем обратно на Украину. Депутат Госдумы Руслан Бальбек посетил с рабочим визитом территорию для строительства мечети в Старом Крыму. В ходе поездки проинспектировал возведение минарета в селе Журавки и работы по благоустройству территории мусульманского кладбища в селе Новопокровка. Подробнее расскажет наш корреспондент Лилия Виджат. Еще раз вам спасибо от всех мусульман и христиан нашего города. В Старом Крыму на встрече с общественностью представителям Духовного управления мусульман Крыма вручили акт постоянного пользования земельным участком. Верующие давно мучились с проблемой оформления документов на выделение земли для строительства новой мечети. Старейшины отмечают, в действующих культовых зданиях места уже мало. Слава Всевышнему, у нас среди народа есть люди, которые помогают. Сами будем тоже помогать. Благодаря Всевышнему сумеем построить в Старом Крыму новую мечеть. Скоро в Старом Крыму появится мусульманская и православная святыня. Теперь и начнутся строительные работы и благоустройство территории. 35 соток выделено под мечеть и точно так же 35 соток выделено под церковь. 87 соток выделено что под одну религиозную общину, под стоянку, 87 соток выделено под вторую. Это плюс к этим 35? Это плюс к этим 35 соткам непосредственно под стоянку автомобилей. Мы с главой администрации, считаю, что приняли соломоновое решение, когда одновременно и предусмотрели выделение земельного участка равнозначного и для православной общины. Депутат Госдумы Руслан Бальбек посетил и село Журавки. Более 20 лет жители мечтали о мусульманской святыне. Сегодня строительство минарета на завершающем этапе. Скоро верующие смогут услышать азан и обращаться с молитвой к Всевышнему. Более 20 лет не могли построить мечеть. Спасибо всем неравнодушным. Благодаря Сейрану Исмаиловичу работа сдвинулась. Он взял строительство минарета на свои плечи. Этим самым минаретом он сплачивает всех крымских татар, проживающих здесь, ну и в Крыму, как бы. Вот. Чох саусон, япан нет лерна, Аллах облэцэн. Необходимо, конечно же, реагировать на все потребности, делиться частью своего успеха. Конечно же, и органы власти будут поддерживать таких вот социально ориентированных предпринимателей. В Новопокровке работ по благоустройству территории мусульманского кладбища не проводили более 8 лет. Местная община обратилась за помощью установки забора на мусульманском кладбище. Никак у нас проблемы не решались. Ну вот сейчас, как видите, у нас все наладилась обстановка. Нам муфтият Имр Алибей во главе с Русланом Исмаиловичем помогли нам, поддержали нашу деревню Ксметулса. Через 8-10 дней вот приедете, все будет на месте, этот забор. Вот дом, да, сгорел? Да,
Семья Курасановых сделала ремонт дома год назад. Счастье было недолгим. Ночью семья проснулась от плача детей. Сейчас родственники нам помогли, весь Крым, и огромное спасибо Руслану Исмаиловичу. Он, конечно, без конца звонили, узнавали, что нам надо, поддержка такая, что они сегодня приехали, действительно поддержали и материально. По итогу поездки депутат Государственной Думы отметил, сегодня важно поддерживать совместную работу органов власти с общественностью. Парламентарий продолжает практику регулярных поездок для поддержания диалога с общественностью и с народом. Лилия Виджат, Эдем Исмаилов, Рамиль Хисматуллин, телеканал Миллет. Попытки провести в Крыму гей-парады противоречат традиционным ценностям и никогда не найдут поддержки на полуострове. Об этом сообщил депутат Госдумы Российской Федерации Руслан Бальбек. Попытки провести в Крыму гей-парады противоречат нашим традиционным ценностям. Это искусственно созданная политическая акция по дискредитации крымчан, чтобы поднять информационную волну на международных площадках и заявлять на них о дискриминации всевозможных меньшинств на полуострове. Нашей духовностью и мировоззрением такие тенденции не воспринимаются, причем жителями Крыма в первую очередь, а не органами власти. В случае чего будет создана консолидированная позиция всех конфессий в своем природном возмущении таким движением. Ранее уведомления о проведении гей-парадов были поданы в администрации Керчи, Феодосии, Армянска, Красноперекопска, Джанкоя, Симферополя. Власти этих городов отказали в проведении подобных акций. Древние могилы обнаружили в Бахчисарае при строительстве трассы Таврида. Как оказалось, это мусульманское кладбище 14-15 веков. Сейчас на месте работают археологи из разных университетов России. Наш корреспондент Нариман Тарсинова была на месте. Подробнее в следующем сюжете. Сейчас останки зачищают. Некоторые уже вывезли на базу для детального изучения. За короткий срок, всего 2 недели, археологам удалось обнаружить 17 могил. Археологические раскопки здесь продолжаются. В течение нескольких дней, возможно, археологи найдут еще какие-то могилы. А пока из элементов одежды найдены только 2 пуговицы и 1 бусина. Теперь специалистами будет определяться их вековая принадлежность. Обнаружили кладбище при строительстве Тавриды. Согласно списку памятников истории и культуры местного значения, здесь находился мусульманский могильник Хыр-Казизлер, 40 святых, датируемый 14-15 веками. Именно он описан в трудах крымско-татарского историка Усейна Баданинского, который изучал это кладбище в 1924 году. Здесь работы первый раз проводились в 1924 году директором музея дворца Усейном Баданинским. Это один из действительно величайших местных исследователей, благодаря которому было сохранено достаточно большое количество памятников, относящихся как раз к истории крымско-татарского народа, к этой культуре. В тот период заниматься спасением памятников культуры и археологии – это очень редкая вещь была. Поэтому, конечно, после 90 с лишним лет забвения мы сюда пришли, продолжаем дело, которое начато было еще Баданинским в 20-е годы. Это достаточно важная вещь. Расширить дорогу по-другому здесь не получается, поэтому были оформлены документы, которые разрешают строительство трассы, но с условием, что могильник изучат сначала археологи, а останки после перезахоронят. Вывозить из Крыма их не будут, уверяют специалисты. Общественники просят останки перезахоронить недалеко от этого места и установить информационную табличку. После проведения данного вида работы хотелось бы, чтобы это безликое место не оставалось таким же пустынным, чтобы люди, проходя мимо, видели и знали, что это старое мусульманское кладбище Хыр-Азизлер. Сам глава района Рифат Вердаров обещает, могилы забытыми не останутся. Культурное наследие, которое у нас сегодня, в данный момент, и в предыдущих будет. И мы будем все время помогать, все время будем работать над этим. Понятно, что земляных работ очень много, и археологи в этот момент тоже не будут находиться в стороне. И все, что касается нас, руководства Бахчисарайского района, мы как помогали, так и будем продолжать работать в этом же направлении. Археологи обнаружили и фрагменты уникальных надгробных камней. Предположительно, они датируются 14-16 веками. Подробную информацию можно будет получить после проведения антропологических исследований. Из Бахчисарая Нариман Тарсинова и Эрвин Эмиралиев. Телеканал Миллет.
Детский город профессии Китбург в Крыму. Юные посетители от 1,5 до 14 лет в игровой форме могут освоить более 50 профессий, раскрыть таланты и способности, получить реальные навыки для повседневной жизни. Это уникальный, развивающий и образовательный проект «Детский город профессии Китбург» открылся в Симферополе. Подробнее в сюжете. Современный детский город. В Китбурге есть улицы и дома, центральная площадь, кафе, почта, больница, банк, служба МЧС и другие городские объекты. В крымском проекте дополнительно созданы уникальные игротеки, парфюмерная фабрика, подводная археология, спелеология и розарий. Для малышей открыли целый квартал профессий, китбуржонок с детским театром и мини-игротеками. Важно, что 80% площадок, которые здесь приготовлены, это площадки как раз рабочих профессий и направлений подготовки, которые нужны Крыму. С российским проектом «Китбург» уже знакомы более 5,5 миллионов детей и родителей. Это уже 13-й проект по России и первый в Крыму. С помощью таких городков дети могут определиться с выбором профессий. Это серьезная помощь и для семей, и для системы образования. Наша задача – открыть как можно больше проектов в России, как можно больше, чтобы детей имела доступ к Китбургу. Китбург вносит вклад в формирование успешного будущего ребенка. Превращая знания в опыт, проект готовит не к экзаменам, а к реальной жизни. Здесь ребята могут попробовать все профессии на себе. Мы на самом деле очень счастливы, что смогли привести в Крым такой уникальный проект. Мы гордимся тем, что мы первые, мы гордимся тем, что мы нашли в себе такие возможности. И мы очень рады этому обстоятельству, что мы можем принять участие таким образом в воспитании каждого малыша в Крыму. Как и во взрослом мире, в детском городе юные китбуржане получат удостоверение, трудовую книжку, пройдут медосмотр перед устройством на работу и заработают первые деньги – игровую валюту профи. В детском городе будут проводить профориентационные квесты, интерактивные занятия, командообразующие программы для школьников. София Шукурова, Аким Бекиров, телеканал Миллет. В городе Саки прошел 3-й районный фестиваль крымско-татарского творчества «Новый Росток». Лучшие коллективы и исполнители домов культуры собрались на одной сцене для того, чтобы исполнить крымско-татарские народные песни и танцы. В фестивале приняли участие лучшие коллективы сельских домов культуры Сакского района. Лучшие певцы и танцоры были награждены дипломами фестиваля. У нашего народа много талантливых певцов и танцоров, а такие мероприятия дают возможность участникам реализовать свои таланты. Нам очень приятно, что для нас проводят такие фестивали, в которых мы можем показать всем, на что мы способны, какие бывают таланты у крымских татар. В Крыму прошел очередной тур чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза. Бахчисарайскому «Кызылташу» предстояла встреча против лидера турнирной таблицы футбольного клуба «Евпатории». В напряженной борьбе евпаторийцы вырвали победу и закрепили свои позиции. Итоговый счет 1-0. Ребятам, конечно, спасибо. Они молодцы, они выполнили план на игру. Все сделали, до конца держали. Получилось по старой такой, наверное, пословице. Шли в атаку, в плен попали. Сатаковали в свой момент и получили контратаку, за которую забили. В принципе, до этого все ребята выполняли, все успевали. Обидно. «Кызылташ» проделал огромную работу и смог удивить, отмечая главный тренер футбольного клуба «Евпатории» Владимир Мартынов. Бились на футбольном поле, никто не хотел уступать. В таких играх решается один гол, в принципе. Кто забьет, тот и выиграет. Нам, наверное, чуть-чуть повезло. Мы забили, хотя у нас были еще моменты забить. Ну, сложная игра. Очень понравилась команда «Кызылташ». Организованно играла в обороне, переходила быстро к контратаке. Я думаю, у этой команды есть хорошее будущее. И о новостях погоды. МЧС передает, последние 2 дня, включая среду, в Крыму ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду. С вечера понедельника и в течение суток 24-25 октября в Крыму ожидается очень сильный северо-восточный ветер 20-25 метров в секунду. Крымчанам рекомендуется не выходить без надобности на улицу, стараться обходить деревья, линии электропередач. Сильный ветер может повредить кровли здания и легкие сборные некапитальные строения. А это были все новости на сегодня. В студии для вас работал Асан Абибулаев. Не переключайте телеканал Миллет. До новых встреч в эфире.